Давайте тогда сейчас мы вернемся. Нужно обязательно сегодня, конечно же, рассказать про взрывы домов. Наша постоянная рубрика, цикл передач «Кровавый 1999 год». Сейчас я вам покажу Первый канал. Извините, помойку иногда надо смотреть. Буквально минутку это займет внимание. И через 20 лет после взрывов, в сентябре 2019 года, на Первом канале выходит передача, и они вспоминают взрыв на Каширском шоссе. Почему-то только на Каширском шоссе вспоминают. Давайте сейчас обсудим эту тему, потому что она очень-очень болезненна для путинских террористов и ФСБ. И мы, конечно же, будем делать все, что им не нравится. А когда им не нравится, как только мы чувствуем, что вот это им не нравится, значит мы именно так и должны делать. Приятного просмотра. Хотя приятного здесь не очень много, но постараемся чуть-чуть извлечь урок. Вот, смотрите, это пропагандисты, это соучастники. В студии сидят много людей. Эти люди статисты, конечно, но хоть кто-то же должен возмутиться, сказать, ну елки-палки, ну вы же наших убили. Ладно, вы сирийских детей бомбили, ладно, чеченских бомбили, ладно, украинцев, грузин убивали. Но это же ваши, русские. Страшный был совершенно сентябрь, жуткий совершенно. И вот эта жертва, и 8 сентября 99 же года взрывом были уничтожены. Вот я хочу вам показать, останавливаю специально, чтобы увидели фамилии. Здесь в основном фамилии, в основном все русские, чтобы было видно. 2 подъезда, 9. Вот. Этих всех людей убили русские спецслужбы. Своих, кого они обязаны были защищать. Девятиэтажной жилого дома на улице Гульянова. Тогда погибли 106 человек, 64 человека получили травмы. Была серия терактов. Да, это была целая серия терактов, который был страшный, совершенно жуткий. Внимание, сейчас смотрите, что вот этот лысый скажет. Сентябрь. Заказчики были установлены. Неужели? Что же он сейчас скажет? Это были, значит, Хаттаб и Абу-Умар, финансировали они из-за рубежа. Вообще-то в начале первой версии это были Хаттаб и Басаев. Ну, теперь приписали Абу-Умара, что это типа Басаев, ну, по какой-то причине Басаева сейчас уже нет их в списке. Да, они были ликвидированы. Это, конечно, не вернет нам этих людей, но хоть какую-то, хоть капельку, хоть маленькую толику удовлетворения, конечно, принесло. Вот, ему принесло удовлетворение за то, что убили невиновных людей, которые были не причастны вообще никак к этому преступлению. Заметьте, что исполнителей, которых задержали, это были заказчики этих терактов, исполнители задержали, они получили пожизненные сроки. Ну, примерно так. И каждый год, конечно, мы обязаны это вспоминать. Мы их вспоминаем 20 лет, повторяю, с того страшного сентября. Так, посмотрите, заказчиков они нашли, исполнители их осудили. Исполнители это были стрелочники, которых незаконно осудили. Хотя, может быть, они были причастны, но они были не чеченцы и действовали они точно не по заданию ни Басаева, ни Хаттаба, ни Абу-Умара, ни кого-либо другого. Давайте сейчас посмотрим, что говорят Вести Дагестан, вспоминая взрыв в Буйнакске. В Буйнакске, сейчас вы услышите это все, был взорван дом семей военнослужащих, где проживали военнослужащие. Военнослужащие, российские военнослужащие, вы вообще ноль, вы вообще никто. Вы недостойны носить никакие погоны, никакой чести отдавать. У вас нет чести. Российские военные, у вас вообще ничего нет. Вы быдло, вы мясо, вы рабы, которых отправляют на убой. А когда вы идете убивать чужих людей и вас там мочат, сзади спящих ваших женщин, детей и стариков взрывают ваши же спецслужбы. Причем это не в первый раз. Заградотряды были всегда, вас всегда убивали, казнили.
Ну ладно, российские военнослужащие, ну вы знаете, кто вы, да? Не буду я вам напоминать лишний раз. Ежегодно 4 сентября жители Буйнакска вспоминают трагические события. 20 лет назад в городе взорвали жилой дом, погибли 64 человека. Для их близких, родных, да и всех свидетелей этого теракта произошедшее до сих пор большое потрясение и боль, рассказывает Магомед Баширов. 4 сентября 1999 года. Именно такая надпись на стеле памяти на месте взорванного дома в Буйнакске. Чуть дальше фамилии 63 человек, погибших в тот роковой вечер. Если смотреть по датам рождения, самому старшему из них было 60 лет, а самому младшему чуть больше года. Без четверти 10 вечера на улице Ливаневского, где находился военный городок, прогремел страшный взрыв. На кадрах, снятых оператором местного телевидения, видно, как люди расчищают завалы. Полностью было уничтожено 2 подъезда дома, взрывной волной были повреждены дома и в частном секторе, где тогда жил Магомед Шапи Батырбеков. Его семья чудом уцелела, а сам он сразу же приехал к месту теракта, чтобы помогать спасателям. Помогали, убирали эти камни, людей вытаскивали. На этих разрушенных руинах, можно сказать, оказывали помощь. Было случай, что и ребенка вытащили, взрослых вытащили живыми из этих... После оперативной информации из Махачкалы в Буйнакск выехала и съемочная бригада передачи «Законный порядок». Журналист Даниил Гаджиев один из первых, кто видел все своими глазами. Бетонные завалы, заполнившие воронку от взрыва глубиной 3 метра, и глаза людей, которые не могли ничего понять. Этот теракт был для народа чем-то неслыханным. Это было нечто экстраординарное. Никто не знал, как себя вести, причем ментально не знали, как себя вести. В голове это не укладывалось, это потом, когда начали выяснять, это уже как-то начало доходить до людей. Но в тот момент каждый пытался поднять небольшую бетонную плиту, какой-то блок, может кого-то спасти. Время от времени останавливали, тишину ловили. Опыт какой-то был, видимо, его МЧСников. Они останавливались, чтобы все тихо, чтобы послушать, может кто-то услышит чей-то голос. Камера журналистов фиксировала разбор завалов. Снимать людей, находящихся в шоковом состоянии, не стали, проработали на месте недолго, вспоминает журналист. Сегодня, даже спустя 2 десятилетия, он помнит ту гнетущую обстановку на месте взрыва и что чувствовал он сам. Непонимание того, что это могли сделать люди. Если это было как-то взрыв на газопроводе, землетрясение. А здесь понимание того, что под завалами люди, большинство из них мертвые. И это сделала чья-то рука человеческая. Так не укладывается, может, в голове. Но когда понимаешь, что это так, не знаю, разочарование, злость. Этот теракт разделил жизнь многих на до и после. Целые семьи погибли в тот вечер, жену и сына потерял и Бекбулат Абдулаев. Ничего не предвещало беды, а машина со взрывчаткой, по одной из версий, стояла у дома еще за 2 дня до происшествия. А детали того вечера он помнит отчетливо. Шел футбольный матч, Россия, Франция играли, по-моему, точно. Я такой болельщик футбола, я смотрел футбол. Я как раз первый тайм закончился, период перерыва, когда был. Я пошел на кухню, чай попить. И в этот момент какой-то взрыв. После был провал, но Бекбулат оставался в сознании. Помнит, как оказался зажат между бетонными плитами со старшей дочерью в руках. Помогли выбраться, удалось спасти и младшую дочь. Если так взять, как сегодняшний день, все это перед глазами. Если вспомнить, то она не уходит. Забыть этот день невозможно. Потому что, когда теряешь родных, как можно это забыть? 64 фамилии на черных мраморных плитах. Это для потомков, чтобы не забывали тех, кто стал жертвой террора. Каждый год Буйнакск вспоминает о тех, для кого мирный вечер в кругу семьи стал последним. Поверьте, вот как бы мы мужчины, у каждого мужчины, которые были... Глава Буйнакска рассказывает о мужестве, о мужчинах. И сзади портрет убийцы, вот, про которых говорит. Вот человек, который их же взорвал. Это просто уму непостижимо. Исламудин. Ну ты Исламудин.
погибшее тело маленьких детей, женщин, мужей, тех людей, которыми мы ежедневно общались, дружили. Это очень страшно и сложно, да? Напротив взорванной пятиэтажки стоит еще один жилой дом. Он тоже пострадал во время теракта, но сносить его не стали. Прошло уже 20 лет, а раны на душе очевидцев страшной трагедии так и не зажили. И один немой вопрос на лицах. За что? Магомед Баширов, Шамиль Гасанов. За что? Если этот немой вопрос до сих пор для дагестанцев, которые там погибли, для русских, которые погибли в Москве там, и в Волгодонске, других людей, которые там погибли, там есть и другие фамилии людей, и грузинские фамилии есть, и другие. Если вы не знаете за что, я вам расскажу. Открою большой секрет. Я вам открою эту тайну. За то, чтобы КГБ захватило власть в России. Чтобы все недра принадлежали им. Чтобы они могли безгранично править и грабить эту Богом проклятую страну. Вот за что. А если бы вы были бы хоть чуточку у вас было бы чуть-чуть мужества, вы бы 20 лет не ждали бы. Вот погибло 307, 310 по другим оценкам погибло. Цифры разнятся почему-то. У этих 300 человек, как минимум есть у каждого оставшегося хотя бы 1, 2, 3 родственника. Это 1000 человек. 300 человек даже, если по одному человеку. Там больше, конечно же. Но хотя бы 300 человек. Это была бы большая группа людей, которая объединилась бы и боролась бы. Который хотя бы один нашелся бы, который бы их объединил бы и боролся бы. Но не нашелся. Не нашелся. Нет мужественных людей. Приходится мне тащить их. И нелегкая эта работа, тащить бегемота из болота. Так, и давайте сейчас тогда посмотрим, что говорит Парфенов в своей передаче «На Медне». В 2008 году, по-моему, она вышла. И мы, в принципе, уже заканчиваем. Это очень важная тема. В сентябре 1999 года Россию повергает в шок серия зверских, жестоких террористических актов. Такого не было за всю отечественную историю 20 века, которую иначе как многострадальной не называют. По ночам один за другим взрываются многоквартирные дома. Взрывчатка заложена с расчетом на максимальное число жертв. Первый взрыв 5 сентября в доме семей российских военных в дагестанском Буйнакске. Погибли 62 человека. Рядом обнаружен МАЗ, в котором еще почти центнер взрывчатки. Часовой механизм поставлен на 1:30 ночи. 9-го взрыв в Москве на улице Гурьянова. Погибло 92 человека. 13-го на Каширском шоссе. Там 118 жертв. Арендовав подвальное помещение под склады, террористы закладывают взрывчатку так, чтобы обрушились несущие конструкции. Преступления снова совершаются глубокой ночью, когда все жильцы дома. Как вам спится накануне смерти? Жуткий вопрос осени 99-го. Так, больше Парфенов тут особо ничего не говорит. Сейчас мы тогда переходим к правде про взрывы домов. И я вам покажу Путина. Путин, вот как вы видите, спускается по трапу. Сзади идет верный Золотов. Верный пес Золотов. Новую войну в Чечне Путин оглашает ночью на обломках одного из взорвавшихся московских домов. Объявляет войну на том месте, где он убил своих, еще раз, своих, ладно, они убивают чужих, своих граждан. Человек в здравом рассудке. В здравом рассудке. Мне кажется, не придерживается. Живые людьми. Ничего не повинны. Что, да? Абсолютно нет. В голове не укладывается. Не укладывается. Али лема док шейдой. Али лема док шейдой. Дук шгирду шейд наш. Исан док шейд. Дамада. Скудинен чуа. Невероятно. Невероятно. Не знаю. Это
нечеловеческой жестокости. Да, совершенно верно. Потому что мы должны понять, что мы должны противоставить, этому можно противопоставить только силу. Без этого просто нам не государство не сохранить, и людей не сохранить. На следующий день он огласит эту войну публично, своей знаменитой фразой про сортиры. И сортиры, потому что красота. Второй вопрос, на какой расчет? Общественное мнение быстро переключилось со взрывов домов на активные военные действия в Чечне. Рейтинг Путина рос шальными темпами. Он уверенно шел в кресло президента. Вы слышите, да? Сразу же переключились на войну, потому что после того, как в Рязани задержали двоих ФСБшников, на второй же день, 23 или 24, по-моему, сентября, началась массированная бомбардировка города Джохара и окрестностей города Джохара. Бывший город Грозный, переименован в 1997 году по закону, решению парламента Чеченской Республики Ичкерия. И вот вы видите, рейтинг растет, русский народ поддерживает. Главное, убивай, неважно кого, неважно за что, убивай, 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 убивай. И русские вас будут любить и поддерживать. К сожалению, русские, и может вам это и не нравится, но это правда, вы поддерживаете тех, кто убивает. Уничтожая чеченского врага. Он начал войну и кричал в Чечне. Рейтинг Путина рос шальными темпами. Он уверенно шел в кресло президента, уничтожая чеченского врага. Он начал войну, и причина тому весома – взрывы русских многоэтажек чеченскими парнями. Вот только кроме заявлений правительства, никаких доказательств причастности к взрывам домов чеченских террористов не было. Что интересно то, что до сих пор не доказывают, что это чеченцы сделали. Хорошо, я говорю, согласен. Определили мой народ, чеченцы. Но покажите конкретного чеченца, который взрывал, подкладывал, там, что-то сделал. Покажите его. Показывать не могут. Кроме официальной правительственной версии существует и другая, совершенно противоположная, которая по доказательной базе значительно обходит официальную чеченскую версию. О причастности российских спецслужб к терактам 1999 года заговорили после того, как 22 сентября, когда 4 взрыва унесли уже более 300 жизней, в Рязани произошла странная история. По сей день рязанское дело является самым охраняемым секретом кремлевской власти, так как оно ключевое звено иной версии, звено, которое доказывает, что именно эта версия вполне может быть правдой. И после этого вся история прихода к власти Владимира Путина предстает совсем в ином свете. Историю разведки мы знаем по истории двоечников, разведчиков, которые провалились. Вот точно так же и здесь. Вот ФСБ провалилась на попытке подрыва дома в Рязани. Рязанский эпизод, он все-таки тянет уже на то, чтобы быть учебником. Вот мы знаем все, да, на какой машине ехали, сколько человек, когда, как закладывался, на какое время ставился таймер. Абсолютно случайно, конечно же, что именно после провала в Рязани прекратились теракты. Рязанским делом интересовался тогда еще независимый... Да, дополню Юрия Фельштинского, что они и начались они, и также и закончились. Ни до не было никаких взрывов домов со стороны чеченцев, ни после не было. Но когда вот задержали, они прекратились. Это очень характерно показывает. И именно благодаря этому не нашлись чеченцы, которых обвинили в этом преступлении. Просто решили все, закрыть этот проект. И именно благодаря тому, что вот бдительный гражданин Картофельников, дома в Рязани, 16/4, по улице Новоселов, этот человек спас свою жизнь и открыл большую тайну, которая могла бы остаться так сокрыта, и много чеченцев было посажено. Хотя много чеченцев убили, посадили по другим поводам, но в этом преступлении нас не обвинили, потому что у
человека, на которого вы вешаете преступления, которые он не совершал, всегда найдутся вот в этом материалах дела, всегда найдутся изъяны, всегда найдутся проколы, и просто решили закрыть эту тему. Продолжим. В марте 2000 года была показана программа «Независимое расследование», где основные действующие лица высказывались абсолютно свободно. Благодаря этим кадрам можно восстановить то, что произошло в Рязани. Рязань, 22 сентября 1999 года. В 21:10 житель многоэтажного дома замечает странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из машины и переносят в подвал его дома какие-то мешки. Второй подозрительный момент. У белых «Жигулей» на госзнаке цифра 62 Рязань. Написано на бумажке, которая наклеена на настоящий номер. Так видно подал, как и так назад проходил тогда, в смысле, так, раз назад машину посмотрел, какие там номера. Смотрит то же самое, заклеено, 62, ну, чуть никто, надо было позвонить. Ну, на что сразу позвонил, в милицию. В подвале обнаружили 3 50-килограммовых мешка и таймер, заведенный на 5:30 утра. Лежало 3 мешка, центральный был на дрезе. На дрезе лежали часы электронные, с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и какой-то машин каски. Вот фотография этого устройства, сделанная на следующий день, а анализ содержимого мешков показал, что это мощное взрывоопасное вещество гексоген. В ту же ночь Рязанская прокуратура открывает дело по статье 205 «Организация теракта». 1200 милиционеров и военных бросают на поиск подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу. На следующий день рязанская милиция выходит на след террористов. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифры 224. Это АТС обслуживает штаб-квартиру КСБ. Дик спрашивает: дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжай. Это АТС обслуживает... Одну минутку. Дик спрашивает. Надежда Юхнова, она услышала разговоры, где террористы звонили в Москву на конспиративную квартиру ФСБ, номер телефона, по которому они звонили, принадлежал ФСБ, и она прослушивала. И так были выявлены. 22-го была попытка подрыва дома в Рязани, 23-го они были задержаны, эти два террориста из ФСБ. После того, как их задержали, их фамилии, лица, к сожалению, нам не показали. Те, кто проводил учения, их можно было пригласить, да, кстати говоря, в студию, ну и вообще показать, что эти люди проводили учения. Ну нет же, их нам не показали. Один из них очень похож на Гиркина, который воевал, убивал граждан Чеченской республики Ичкерия и воевал в Украине. И вот очень характерно, что телефонистка из АО «Электросвязь». «Электросвязь» – это та организация, которая занимается прослушками. Это к тому, что эти люди, кто работает в электросвязи, занимаются вот этими делами, они могут прослушать любой телефон, да, у них есть доступ прослушивать там при желании любой телефон. Они прослушивали, и вот случайно услышала этот она разговор. Поэтому электросвязь — это государственное унитарное предприятие, которое контролирует связь. Не все, кто там работают на спецслужбы, но если человек занимает высокий пост в электросвязи, то без сомнения этот человек имеет отношение к спецслужбам. Дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это. Если все в голове, то есть одни террорист. Определить квартиру, с которой звонили, было несложно. Рязанские правоохранители готовились к задержанию, но неожиданно позвонили с Москвы и протрубили отбой. Рязанскими террористами оказались сотрудники КСБ. В это время в Москве происходит что-то странное. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса,
в том же самом месте. Два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует. Это министр Рушайло. У меня на канале есть видео про этого преступника. Министр внутренних дел входил в Совет Безопасности. Он был назначен на должность министра как раз за месяц, в августе 1999 года, за месяц до взрывов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Я так понимаю, Владимир Рушайло и министерство, он в случае расследовать это преступление в первую очередь будут, конечно, полицейские, задерживать будут полицейские, потом уже дело будет передаваться в ФСБ и так далее, из-за тяжести, да, из-за квалификации этого преступления. Но первые, с кем сталкиваются, это сотрудники, тогда это называлось милиции. Так вот, этот Рушайло получил по секретному указу Героя России. Этот Герой России на крови, на русской крови, который заработал. Он выступает и говорит, что нами задержаны. Он обязан сказать, потому что задержали, вся Рязань об этом знает, и он обязан об этом сообщить. Но когда Патрушев сказал, что это были учения, Рушайло не сделал ничего для того, чтобы довести это дело объективно, честно, справедливо, независимо провести расследование. Вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Не был взрыв. Не был. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Московские спецслужбы ставят своих рязанских коллег в неловкое положение, заявляя, что те перепутали обычный сахар с гексогеном. Я погрузил туда руки и вскоре начал вытаскивать. Но как рязанские правоохранители могли не знать об учениях ФСБшников на своей территории? Вопрос до сих пор открытый. Планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь антитеррор». Подписали Патрушев и Рушайло. В мешках был сахар, а детонатор... Патрушев и Рушайло подписали. Они проводили, значит, Патрушев, ясно, террорист, да, организатор, куратор этого преступления. Рушайло, министр, да, которого потом назначили секретарем Совета Безопасности, Совбеза, да, где собирают самые там их главные умы, главные террористы. Так вот, после того, как в Рязани задержали террористов, выяснилось, что это был не теракт, а учение. Оказывается, министр МВД Рушайло наравне с Патрушевым подписал указ о проведении учения «Вихрь антитеррор». Понятно, да? Он докладывает в Рязани, что они задержали 2 человек, подозреваемых в теракте, но оказывается, он же, 100% можно констатировать, что подпись поставлена уже задним числом, после того, как уже все эти разбирательства пошли. Он подписывает план о проведении учения «Вихрь антитеррор». Все понятно, да? Просто он забыл, когда докладывал, что задержали в Рязани 2 террористов по попытке подрыва дома. Он забыл, что он подписывал этот договор. Министр же делал много. Муляж. Официальную версию поддержать сложно было даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Честно говоря, просто это необъяснимо. Этого человека в Рязани до сих пор считают героем. Именно он увидел подозрительных людей. Севастьяну духа не хватило сказать, что это сделали, это был теракт российских спецслужб, в частности ФСБ. Он говорит, это необъяснимо. Еще как объяснимо, Севастьяну. Он видел, что было в мешках. На сахар совсем не похоже. Я эти видел мешки буквально в 3 метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может не гексоген, что там такое было. Желтоватый цвет, во-первых.
и такой мелкий, как скажем, дерьмишей такой порез, какие-то вот такие гранулы. Руководство ФСБ со всех сил пыталось скрыть связь рязанской истории и с состоявшимися сентябрьскими терактами. Гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и других городах, там гексогена тоже не было совершенно. И опять прокол. Ранее руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь-то дошла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротила. Это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. Понимаете, да? Директор ФСБ Патрушев до того, как в Рязани задержали, говорит, что гексогена и тротила обнаружили взрывчатку, там следы взрывчатки после взрыва тех домов, тех предыдущих 4 домов. А потом уже этот Зданович, представитель от ФСБ, рассказывает, что вообще нигде не было. Значит, директор ФСБ Патрушев до этих рязанских учений владел не точно, директор ФСБ, делал много, борьба с терроризмом, все такое, пилить деньги, Россельхозбанк, там нефтяные компании, много дел у Патрушева. Поэтому он, конечно, мог ошибиться, или ему принесли ошибочную информацию. Так-то Патрушев врать не может, он же ФСБшник, он же офицер, русский офицер, он же врать не будет, вы что? В тот момент, когда в Рязани готовились уже к задержанию террористов, когда были определены люди и места нахождения, в этот момент Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения. Так что попытка объявить сорвавшийся террористический акт учением, публично озвученное самим Патрушевым, это, конечно же, указание на то, что теракт в Рязани готовился, безусловно, с ведома Патрушева. Для того, чтобы начать настоящую войну, надо было повоевать втихую и по чужим именем. Рязанское дело старались быстрее замять, обклеив грифами совершенно секретно. После этого эфира на тогда еще независимом НТВ Путин объявил еще одну тихую войну. Войну к свободе слова. Относительно независимого НТВ, да, он не был полностью независимым, конечно же, какую-то правду НТВ говорил. И, напоминаю, НТВ уничтожали, он принадлежал Гусинскому, уничтожал Кох, Альфред Кох, который проживает здесь, в Баварии, наворованные деньги, в том числе, когда закрывал этот НТВ, Борис Йордан такой был, который возглавил НТВ, и Альфред Кох. Они, я думаю, неплохо погрели и на этом руку, и на другом. И здесь спокойно проживает в демократической стране, где свобода слова имеет большое значение, решающее, важнейшее значение. Альфред Кох живет, его Борис Райчустер очень часто приглашает к себе на эту помойку Ост-Вест канал. И мы видим, как люди, которые убивали людей, взрывали, затем одни из них занимались провокациями против чеченцев, да, тот же Альфред Кох призывал чеченцев убивать, не ведя с ними переговоры. И шел геноцид. Альфред Кох знал, за что закрывается этот канал НТВ, потому что именно из-за этой передачи «Независимое расследование» и был закрыт этот канал. Это делалось не ради чеченцев, конечно же, это делалось для того, чтобы донести правду, потому что убивали русских, были попытки, надо признать, были попытки со стороны русских что-то сделать, но как только дали чуть-чуть по зубам, почти все, кто занимался, конечно, были убиты, но их так мало, все, кто говорит про эту тему, погибают, но тех людей, кто готов был пожертвовать своей жизнью, оказалось так мало. И приходится, опять же, заниматься нам этим вопросом. В первые годы своего правления Владимир Владимирович усмирил все центральные каналы страны. Теперь там нету больше другого мнения. Война в Чечне сделала Путина президентом. На фоне победы над группировками боевиков его рейтинг вырос чуть ли не до 90%. Запуганный террористами народ видел в лице Путина своего спасителя. Да, видел, но заканчивая свою передачу, я хочу напомнить, эти взрывы, убийства русскими спецслужбами русских граждан, российских граждан,
были начаты для того, чтобы отвлечь внимание фашистующего имперского русского народа от бытовых проблем и для того, чтобы КГБ смогла полностью захватить власть, КГБ, ФСБ. Эта война, начатая вот этими террористами, унесла жизни 30% граждан Чеченской Республики Ичкерия. То есть 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе русских, армян, грузин, евреев, всех, кто проживал в нашей стране, были убиты. 42 тысячи детей погибло в этой войне от новорожденных до 12 лет. 26 тысяч чеченцев были незаконно осуждены, абсолютно незаконно. Потери психологические, физические, травмы, которые нанесены, они не поддаются, никем не подсчитаны, не поддаются подсчету. Психологические травмы, которые нанесены, тоже не поддаются подсчетам. Финансовые, экономические, материальные потери, которые понес чеченский народ, исчисляются суммами приблизительно около $1 триллиона. 300 тысяч чеченцев оказались в странах Европы, на Западе. Десятки тысяч оказались в других, в том числе в Турции, в других странах. И эти все преступления нашли свое подтверждение в заявлении, которое было подано правительством, возглавляемым Ахмедом Закаевым, правительством Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, и Международной ассоциацией «Мир и права человека», возглавляемым президентом Сайдамином Ибрагимовым. В этом заявлении мы указали, наша сторона, чеченская сторона, указала на 4 преступления. Это акт агрессии против нашей страны, геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Но по разным объективным, иногда не очень причинам, чаще не объективным причинам, там коррупционная составляющая, по всей видимости, имеет место в Международном уголовном суде в Гааге, куда было подано наше заявление. Эти заявления не получают ход действий. И мы, чеченцы, оставшиеся в живых, должны ради памяти тех 300 тысяч наших граждан и тех 307 россиян, которых убил Путин, ради этих людей мы должны довести это дело до конца. Мы должны об этом говорить, мы должны об этом писать, мы должны всячески об этом трубить. И да поможет нам Аллах в этом деле, и да поможет нам Господь. Все люди, всех национальностей и религий, объединяйтесь, помогите нам наказать это абсолютное зло, которое на сегодняшний день, в наше настоящее время, среди нас находится. Хотя бы словом, хотя бы одним комментарием, словом, которым мы могли бы хоть как-то приблизить конец этому преступному, варварскому, русистскому режиму. Спасибо за внимание. Я уже вышел за время эфира. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И как обычно, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи, друзья.